Вот здесь, в этом месте у нас было разделение обеденного зала и актового зала. Но было очень мало посадочных мест, поэтому пришлось этим всем пожертвовать. Вот, сделать большой обеденный зал. Это 94-я гимназия Казани. Здесь учатся более 1000 детей. Столовая вмещала лишь 86 человек, поэтому кормить здесь начинали с 8 утра. Получалось у кого-то завтрак, у кого-то обед. Родители жаловались. Замечания делал Роспотребнадзор. Приходилось именно во время урока есть. И, естественно, были недовольства со стороны родителей, почему мой ребенок идет в столовую вместо того, чтобы получать знания. Мы будем примерно кормить как раз в 2-3 перемены максимум, то есть как раз войдем в нормы Санпина, чтобы без нарушений, и уже будет гораздо спокойнее работникам столовой, чтобы они не бегали постоянно, а все четко, по графику. После присоединения актового зала к обеденному площадь увеличивается в 2 раза. Это 200 квадратных метров. И почти 200 ребят одновременно смогут здесь обедать. И, кстати, теперь это будет настоящий школьный ресторан. Ремонт по индивидуальному дизайну. Пока вовсю идет стройка. Нам сегодня показали эскизы новой столовой. Все в ярких цветах, отдельные зоны с мягкой мебелью. Дополнительно учли просьбу гимназии. Будут утеплять стены. Зимой здесь было так холодно, что в актовом зале можно было находиться только в куртках. Меняем радиаторы, трубы меняем, ставим новые терморегуляторы для более хорошего теплоотдачи радиаторов. И, в принципе, работа идет слаженно. Сейчас в городе ремонтируют 17 столовых. За 5 лет обновили 133. Мест стало на 5000 больше. По требованиям Санпина все школьники должны пообедать в течение 3 перемен. В новых школах за 2. Есть отдельные требования к пищеблоку. Привести пищеблок в соответствии с требованиями Санпина. То есть это чтобы соблюдалась поточность, чтобы не совмещались сырье и готовые продукты, чтобы не было встречных потоков между детьми и сотрудниками пищеблока. Вот по возможности эти задачи как раз решаются. Сейчас в 34 районах ремонтируют 94 столовых. Их должны сдать к началу нового учебного года. На все выделили 1 миллиард рублей. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.